Абдраф Куштанов, он сейчас похоронен в 1985 году в Арбатском парке. Вот там, Олег Касимов, вот 3 мая, он с день памяти, он тоже в этом году погиб. И вот мой земляк Исматул Мадеев, мы призывались, они оба во время вот этих событий в Мараватской погибли. Это уже наше, вот то, что там в провинции Кунат, через 3 года наши спецназы воевали. Gustavo Aderdarane Aziz, Sabakadarane, Джанги Кабиры Вадани, Sabakadarane Джанги Афганистан. Большая честь участвовать сегодня в нашем с вами общем мероприятии. Для меня огромная радость и удовольствие посетить это прекрасное, оборудованное, украшенное помещение, в котором находится объединение инвалидов войны в Афганистане и отделение комитета воинов и трансформистов района Сино города Душанбе. Конечно, сразу хочется высказать огромную благодарность руководству республики, лично уважаемому президенту, руководству города Душанбе, руководству района Сино за те условия, которые созданы не только для ветеранов. Это важно, что ветераны работают в таких условиях, но эти условия созданы для патриотической воспитательной работы. Вот там на задних рядах сидят молодые ребята. Все, что мы с вами делаем, то, что мы проводим сегодня, это для них. Чтобы они помнили, чтобы они знали, кто воевал в Великой Отечественной войне, кто воевал и за что воевали в Афганистане, за что погибали их отцы и деды. Именно им это важно, потому что мы с вами без этого знаем истину. В этом году мы отмечаем 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, нашей с вами общей победы, потому что тогда воевал против нацизма великий советский народ. И никого не спрашивали национальность, кто ты, русский, таджик, армянин, азербайджанец. Все воевали вместе. И только больным на голову людям придет в голову сказать, что 1-й, 2-й, 3-й украинские фронты состояли из украинцев. Да, и то, что в Берлин брали украинцы, а не русские, таджики, грузины. Мы с вами знаем истину. Мы с вами знаем, что победили в той войне мы, и победили мы в той войне большое зло – нацизм. Мы его победили в 1945 году, но, к сожалению, не добили. Мы знаем, что до середины 50-х годов боролись с бендеровцами на Западной Украине, их не добили там, их потом всех амнистировали и выпустили из тюрем. И сегодня они командуют, точнее их внуки, командуют теми военными действиями, которые против своих соотечественников ведут на Украине. Против них, против нацистов, долгие годы после войны боролись в Прибалтике, в Литве, Латвии, Эстонии. Сегодня по улицам столиц этих стран проходят парады, но парады не тех, кто победил нацизм, а парады нацистов с фашистскими свастиками, с факелами, с символикой гитлеровцев. К сожалению, это так. Были правы те историки и философы, которые говорили, что история развивается по спирали. Вот сейчас, к сожалению, наступил тот момент истории, когда снова надо сказать «нет» фашизму, «нет» нацизму, и, к сожалению, слов здесь не хватит. Сегодня мы сражаемся против нацистов, мы с вами сражаемся вместе, потому что вместе с российской армией сражаются сотни ваших соотечественников, ребят-таджиков, которые присоединились к специальной военной операции, которые разделяют наши с вами общие цели. Посмотрите, что сейчас происходит. Да, понятно, с самого начала прихода власти на Украине пронацистского режима лились потоки грязи на Россию и ее друзей.
То, что происходит сейчас, вообще выходит за рамки разумного. Эти люди потеряли здравый смысл и несут абсолютную чушь. Переходят грани дозволенного. Да, вот посмотрите пример. Они объявили в международный розыск президента России Владимира Владимировича Путина. Причем по какому обвинению? Не в том, что он, дескать, развязал войну, убивает людей, нет. Они обвиняют его в том, что под его руководством похищают детей на Украине и вывозят их в Россию. Ну, никто не догадался, что вывозят детей, действительно, из Донбасса, из Донецка и Луганска, тех, у кого те же нацисты убили родителей. Вывозят сирот, русские семьи. Вам это известно лучше, чем другим. Вот 2 дня назад я вместе с министром промышленности России 3 часа мы сидели у уважаемого президента, и он нам рассказывал все то, что происходило 30-25 лет назад. Он нам сказал, что 55 тысяч таджикских детей осталось сиротами. Это значит, надо судить всех тех людей, которые взяли их в свои семьи. Это то, что я говорю, люди, наши враги, теряют грани разумного. Некоторые так называемые оппозиционеры, сидя в Польше, в Литве, Франции, Германии, рассуждают о том, как они придут к власти в Москве, как они пройдут парадом по Красной площади. Причем они, называя себя патриотами, уже говорят о том, что России вообще остаться не должно на карте мира. Что Россию надо разделить на 40, 30, 50 государств. Вы знаете, это опять же, вот я сказал, что история развивается по спирали. Это же не первый раз, они не открывают Америку. У нас же тоже была гражданская война. И много иммигрантов уехало из России. И в частности, такой, я скажу, он не был дураком, генерал Врангель. Да, он был выдающимся военным начальником, но волею судьбы он оказался по ту сторону баррикад и руководил белой эмиграцией. Вот он до своей смерти, сидя в Европе, думал о том, как он вернется к власти в Москве и пройдут победоносным маршем. Это сказки. Это сказки. Опять же, как близка наша с вами история. Когда наши с вами прадеды разгромили басмачей, и на их плечах бухарский эмир бежал в Афганистан, он же тоже, сидя в Кабуле, мечтал о том, как будет победное шествие его сторонников в Средней Азии, и как он вернется к власти в Бухаре, в Самарканде. Поэтому этим товарищам можно сказать одно. Мы это все уже проходили. И мы показали, что наши народы несокрушимы. И что вот эти, знаете, есть хорошая восточная мудрость. Собака лает, караван идет. Вот наш караван будет идти дальше, несмотря на то, что они будут лаять еще год, 2, 3, 10, 20. Они потеряли родину, они потеряли свою совесть. И поэтому, собственно говоря, мы не будем им уделять много времени. Сейчас отношение к исторической памяти, отношение к нашей истории и в первую очередь к Великой Отечественной войне, к ветеранам Великой Отечественной войны является той лакмусовой бумажкой, которая проверяет на искренность руководства стран. Руководство России для нашего президента Владимира Владимировича Путина очень важно, как партнеры относятся к исторической памяти, как они относятся к ветеранам, как они относятся к прошлому. И в этом смысле
Я неоднократно говорил за те полгода, когда я нахожусь послом в Таджикистане, что Таджикистан является самым близким союзником и другом России на всем постсоветском пространстве. Потому что здесь абсолютно разделяют наши отношения к Великой Отечественной войне, наши отношения к Великой Победе, наши отношения к нашим уважаемым ветеранам. И поэтому мы с вами будем едины еще долгие-долгие годы, можно сказать, навсегда. Потому что мы с вами одинаково думаем, одинаково чувствуем и делаем одно общее дело в интересах наших народов. Я не хочу отнимать много вашего внимания и хотел бы перейти к поздравлению наших уважаемых ветеранов. Это, я вам скажу, огромное дело, что они сегодня вместе с нами, что они нашли силы и здоровье прийти к нам. Я бы это обязательно сказал, что ему исполняется 100 лет. Если бы он не уже успел мне сказать, что ему 108. Мы вас поздравляем. Сколько бы вам не было, вы проживете 110, 120 лет, еще будете жить долгие годы. Я вас поздравляю с Днем Победы. Степановна, вот видите. Тоже большое сомнение у меня есть в том, что им 90 лет. По-моему, где-то по статистике лет на 40 ошибка. Я уверен, что вы знаете, что вы много года сейчас. Поздравляю. Салиха Мингатьевна. Да, Салиха Мингатьевна. Салиха Мингатьевна, с праздником вас. Мубарак, саламат, Государство Таджикистана, которые чтут нашу общую память о Великой Победе, о победе советского народа над фашистской Германией. Я сочла нужным написать о себе. У меня в памяти всегда стоит радость в том, что я совершенно ребенком помогала раненым солдатам ухаживать в госпитале в школе номер 11. Организовали госпиталь для раненых. Школу временно закрыли, и по желанию школьников нас отобрали 4 девочек ухаживать за ранеными. И так 3 года школа была закрыта. А мы, девочки, ученицы, с большим желанием, вниманием оказывали им помощь. Кого кормили ложкой, кому несли кипяток чай, кому руку держали, кому ведро для туалета. И так каждый день с большим вниманием относились к своей работе. Мой отец Логинов Степан Николаевич и брат мой, старший Николай Степанович, находились на фронте. И я, и мать от всего сердца помогали раненым, как могли. А мать так сутками дежурила около раненых. Ведь медсестер не хватало, да и нянечками никто хотел. Наши отцы и сыновья проливали кровь на фронте, оберегали и спасали нас. Я выражаю всем огромную благодарность и мой низкий поклон родственникам, сыновникам, кто помогал сыновникам, проливал кровь, защищая нас на этой земле. Мы очень любим великую, могучую нашу Россию. Я хочу, чтобы мою благодарность услышали те, которые воевали и защищали великую Родину.
Награждает. Награждает.